Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Огромное вам всем спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. События будущей недели. Что вам по судьбе и как ближайшие 7 дней поменяют вашу жизнь. Если тема вам интересна, присоединяйтесь, загадайте на себя и просто спросите, что мне по судьбе на будущей неделе. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют то, что сейчас скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем услышать, узнать. Ох, мои хорошие. Так. Денежки идут. Это первый момент. И причем денежки такие, знаете, легкие деньги. Легкие деньги, вы ничего не делаете, а деньги получаете. Либо вы делаете по минимуму, а получаете гораздо больше, чем сделали. Кто работает у меня с людьми, кто, например, получает денежку, да, и там сдачу выдает, либо оплату принимает. Готовьтесь, мои хорошие. Здесь неделя прям полна чаевых, да, и будут оставлять, например, гораздо больше, чем заказывали. Здесь идет вот эти деньги вот легко вам приходят, в благодарность вам дают. Вот чем занимаетесь, где вы работаете, вы всегда будете получать, либо в руки получать, да, гораздо больше, чем положено, да, либо чем там в чеке написано, чаевые будут. Кто-то, может быть, получит одну такую прям сумму, да, вот человек скажет: Господи, да ты самый лучший, там, например, продавец. Вот, пожалуйста, вот за твою улыбку, за твою доброту, вот тебе вот эта сумма. Мои хорошие, кто-то столкнется с тем, что деньги, может быть, просто вот на улице найдете, да, либо кто-то, может быть, ошибется даже, да, и у вас получится больше сумма, чем должна быть. Деньги прямо как магнит, как магнитом к вам будут притягиваться. Если вы вот получаете эти easy money, да, легкие деньги, не забудьте поделиться. То есть кому-то сделать доброе дело, может быть, пожертвовать денежку, может быть, там, не знаю, булочку там кому-то купить, там, да, в крайнем случае сейчас холодно, зима, можно птичкам, да, покрошить эту булочку, либо купить им там зерна, да, зайти там в зоомагазин. Не забудьте сделать доброе дело. Если вы сделаете такое доброе дело, поверьте, вы запустите очень хороший процесс в своей жизни, когда к вам постоянно будут приходить такие easy money и будут вас радовать, мои милые. Не забудьте об этом. Так, дальше идем. Здесь у меня есть человек, который машет руками в вашу сторону. Значит, кто-то попытается с вами, может быть, поссориться. Может быть, человек вот громкий, да, громкий появится, будет там что-то громко рассказывать, а вы, например, скажете: ну не надо так громко, там, вы беспокоите окружающих. И человек вот весь свой этот негатив может переключить на вас. Мои милые, у человека просто дурное настроение. Это не значит, что вы там плохой, либо вы что-то делаете не так. У человека просто дурное настроение. Человек покричит, успокоится, потом еще и прощения, там, извинения у вас обязательно попросит. Что лучше делать? Просто проигнорить, да? Дайте человеку высказаться, даже если он беспокоит вас и, скажем так, окружающих. Пусть человек выговорится, выпустит этот пар, и никому ничего плохого не будет. Так, еще в семье и в доме также может быть какая-то драматичная сцена. Сцена это будет связана либо с ревностью, либо с деньгами. Да, вот у кого-то из партнеров друг другу будет либо ревность, либо вот где деньги, куда потратила, либо когда принесешь деньги. Мои милые, не надо свои, например, негативные эмоции, которые вы там на улице походили, пособирали, выплескивать дома в семье. Значит, причина это идет как надуманная. То есть все вы прекрасно знаете, и когда деньги будут, и когда муж, например, их принесет. И то же самое муж знает, что,
Вы никогда не будете там ходить ни направо, ни налево. Вы порядочная семейная дама. Вот. Постарайтесь, пожалуйста, вместо, например, упреков улыбнуться. Улыбнуться, там, приголубить. Может быть, даже что-то вкусненькое сделать. Да? Создать хороший климат в семье и в доме. У вас как-то какая-то усталость чувствуется и у вас, и у вашего партнера, и даже какая-то раздражительность. С этим нужно, мои хорошие, бороться. Бороться позитивом, смехом, добрым каким-то, может быть, пожеланием, да, улыбочкой какой-то, там, поцелуйчиком каким-то нежным. Поверьте, это гораздо лучше, это исцеляет, это помогает, и это дает силы и энергии человеку. И вы будете от этого же вашего любимого партнера назад заряжаться. Не ругайтесь, не надо. Это не хорошее дело. Ни к чему хорошему это, кстати, не приведет. Не надо. Лучше успокойтесь. Кстати, кто-то может в семье, в отношениях столкнуться с тем, что ваш близкий человек, ну, например, подруга, может быть, мамочка ваша, либо там сестричка, да, начнет там тень кидать на вашего партнера и говорит: ну, что-то как-то странно там твой Ваня себя ведет. Может быть, где-то погуливает, может быть, где-то денежку прячет, либо могут сказать: а ты давно там проверяла, чем твой ребенок занимается, чем интересуется. То есть, тут какой-то, знаете, как поддеть, зацепить. Может быть, у человека скучная жизнь, заняться нечем. Ну, человек ходит, там, ищет, кого можно там зацепить и какую-то смуту внести. Мои хорошие, значит, даже если это ваша самая близкая, да, женщина, вот так скажите, да, помолчи, пожалуйста. Я не хочу, чтобы кто-то пытался в моей семье тут заводить свои порядки. Мы и сами разберемся, кто куда ходит, кто чем занимается. Мы обойдемся без помощников, мы обойдемся без советчика. Вот так и говорите. Сохраните хорошие отношения в семье. Это очень важно. Те, кто у меня общается, встречаются, то же самое. Вот прям неделя такая идет, знаете, какой-то есть триггер. Он как будто бы в воздухе летает. То ли вы подустали, то ли как-то вот негатива вокруг очень много скопилось. Вот люди какие-то вот идут все мрачные, все какие-то на нервах, все какие-то переживательные. Мои хорошие, вот самое лучшее оружие — это улыбка. Улыбка и хорошее настроение. Если у вас есть какая-то любимая музычка, ну включите, послушайте, настройтесь на позитив. Вот как вы с утра будете настраиваться, так будет идти ваш день. У многих, кто последует моему совету, вы как лампочка будете идти, да, вот везде темнота, все черное, такое ужасное, а вы как светлая прекрасная лампочка. К вам, во-первых, люди потянутся, во-вторых, вы будете в центре внимания, и в-третьих, вы почувствуете, насколько вы нужный, важный и хороший человек. Вы получите 1001 комплимент. Кто-то на работе получит даже, может быть, продвижение, может быть, похвалу, может быть, даже какую-то премию вам выпишут. Понимаете? Как вы себя настроите, так неделя и пройдет. Если, конечно, вы там утром в понедельник встаете и еле-еле себя поднимаете, да, с кровати, раздражительная, не выспавшаяся, то и неделя у вас пройдет вот в таких вот серых тонах. А зачем вам это нужно? Вам это совершенно не нужно, мои милые. Поэтому себя бодрим, заставляем улыбаться, находим ресурсы для позитива, мои милые. И тогда неделя будет хорошей, светлой и доброй. Я вижу, что у многих на работе, ну вот хорошее настроение, во-первых, по деньгам идет, да, потому что деньги как-то прям сыпятся на вас. И второй момент, здесь какое-то предложение идет. Вот очень выгодное предложение. Может быть, по повышению, может быть, по какому-то новому проекту, новому делу, может быть, вакансия какая-то откроется, да, а вы давно об этом мечтали. Здесь возможно все это получить, но должно быть настроение, должен быть посыл. Понятно, что когда человек заходит весь такой позитивный, активный, весь прям такой пышет здоровьем, да, ему больше верят, ему больше доверяют, либо с таким человеком хочется пообщаться. У кого-то, кстати, идет невероятно выгодный клиент. Вот человек, который, ну, я не знаю, тут и комиссия будет, может быть, очень выгодная, и, в принципе, да, человек без хлопот, без проблем, без каких-то отягощений, то есть какой-то прям уникальный, да, не клиент, а золото идет. Вот не упустите этот момент и постарайтесь работу не пропускать. У многих просто, знаете, вот
может быть такое настроение, что человек думает, да, ну я заболел, да, мне тяжело, вот не пойду, не выспалась, там еще что-то. Не пропускайте ни одного дня. Куда вы ходите каждый день, прям ходите, потому что здесь, вот смотрите, судьба может решиться, причем решиться в один день. То есть человек может быть коронован, корона вам выходит. Это очень сильный знак. Но, понимаете, у вас как бы она выходит, но не совсем над вашей головой. Если вы, скажем так, пропустите хотя бы один день, кто-то другой может забрать вашу корону. Тот, кто быстрее, тот, кто, например, более активнее. Не допускайте этого момента, идите сами. Так, по поводу дорог. Дороги я здесь длинной не вижу. Здесь все дороги короткие, то есть дом, работа, магазин, не знаю, школа, может быть, да, детский сад, какие-то, может быть, ваши дела. Могут быть разговоры там с приятелями, с друзьями, но встречи не вижу, больше как телефоны. Если встречи будут, то только лишь у единиц. И то какие-то, знаете, короткие. Все какие-то занятые, все не настроения, все бегут по своим делам. И как бы немножко забываю, да, про общение и про теплоту. Что делать вам? Ну, конечно же, не напрашиваться, но если есть желание, соберите своих друзей. Просто вот, может быть, в обеденный перерыв, да, все вместе с коллегами пойдете там кофе попьете вкусного, поговорите, да, вот нужно человеческое тепло. Еще важный момент касается покупок. Идет какой-то соблазн на очень крупную покупку, либо разговоры будут идти о крупной покупке. У вас, по-видимому, да, ну вот мое предположение от этого песка, у вас как бы, ну, туман перед глазами. Либо у вас нет возможности купить, либо вы будете опечалены тем, что вот другие покупают, а у вас нет. Либо, может быть, средств недостаточно, либо достаточно, но если вы купите, вы прям в нолик выйдете, да, подчистую все потратите. Мои хорошие, не ваше это время делать какие-то серьезные покупки. А вот эта вещь, о которой вы думаете, она у вас обязательно будет. Но будет она от какого-то человека. Может быть, вам подарит ее на день рождения. Может быть, любимый человек вам подарит. Может быть, близкие ваши соберутся и подарят. Вы не переживайте, у вас это будет. И вы ничем не хуже, чем тот человек, да, который может себе позволить вам тоже быть обладателем этой вещи, либо вот этой какой-то значимой покупки. Всему свое время. Не надо себя вводить в негатив. Неделя, в принципе, неплохая. Но вот переизбыток то ли усталости, то ли негатива какого-то, да, вокруг, он может осложнить вам неделю. Так, кто у меня тут общается, может быть, на расстоянии, интернет какой-то, может быть, вы знакомитесь в интернете. Значит, неделя в этом плане будет полна сюрпризов. У вас как-то вот под конец недели очень много людей там постучится, знакомиться, может быть, что-то будут предлагать. Среди этих людей есть одно знакомство. И это знакомство, оно идет выгодным. Но может быть, человек окажется профессионалом какого-то дела, а вы как раз искали. Может быть, вы искали там хорошего, ну, допустим, доктора, да, и вы находите вот знакомство с таким доктором. Либо вы искали хорошего юриста, вы находите юриста. Либо у вас холодильник барахлит, да, вы находите мастера по ремонту холодильников. Здесь будет очень интересно. Вот прям это знакомство поднимет вам настроение. Вот прям заулыбаетесь, скажете, вот как так бывает, да, я так долго искала хорошего специалиста, и вот случайно на сайте знакомств нашла. Как-то выгодно у вас все пойдет. Ну, а что касается отношений, ну, мои хорошие, пока вот как бы, да, такое, знаете, пустое немножечко. Я не вижу здесь какого-то человека, который бы сразу мог бы вас к себе расположить, да, в которого бы вы влюбились и который бы влюбился в вас. Те, кто общается, ну, вы будете общаться в обычном режиме. Единственное, что, опять же, такие эмоции свои держите под контролем. И если вы видите, что ваш любимый человек там как-то не в духе, мои хорошие, переводите темы, отвлекайте вашего человека, общайтесь на позитивные темы, помечтайте о вашем будущем, как вы встретитесь, куда пойдете, там, не знаю, как вы будете вместе жить, как назовете своих детей, да, переключайте, и вам будет хорошо, и вашему любимому человеку тоже будет очень хорошо. Так, хочу предупредить по поводу детей.
детей. Вот за детьми нужно будет смотреть. Дети как-то немножечко, ну не знаю, у кого-то предоставлены сами себе. То ли сами в школу ходят, то ли сами себе там, может быть, даже кушать готовят, там что-то делают, уроки самостоятельно. Мои хорошие, проследите, проследите, и на контроле нужно, да, держать ваших деток. Где, когда, с кем, о чем, почему, да, вы все должны знать. Здесь ребенок может где-то, ну как, не оступиться, а скорее как попасть под какое-то не очень хорошее влияние. Может быть, сверстников, может быть, каких-то, не знаю, интернет-сетей. Да? Вот посмотрите, просто вот выделите время, посидите со своим ребенком, поговорите. Может быть, посмотрите там историю браузера, да? где на каких сайтах ходил, что смотрел. Здесь нужно, конечно, быть очень внимательными. Даже, кстати, если у вас ребенок уже такой взросленький, да, тоже, пожалуйста, девочки, это нужно, это должно быть. Мои милые, неделя интересная, деньгами наполненная, но и, конечно, следите за своим настроением. Ваше настроение – залог к вашему счастью, к вашей, скажем так, к вашему достижению, к вашей мечте, к получению позитивных каких-то сдвигов в вашей жизни. Постарайтесь. Я понимаю, что это сложно, но вы должны постараться прожить эту неделю на 5. Да? Почаще улыбаемся, отгоняем от себя все дурные мысли, знаем, что все у нас будет хорошо. И, конечно же, ни с кем не ругаемся и не спорим. И тогда все будет замечательно. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.